Александр Алексеев в Ухте сегодня без преувеличения человек самый известный. Среди школьников так уж точно. О подвиге Героя России, наверное, знает каждый ученик. Те, кто в лагере не первый год, помнят и вдову героя, не раз приезжавшую в это местечко лично. На этот раз Елена Михайловна прислала поздравительное письмо. Участникам соревнований я желаю боевого настроя, чтобы вы смогли показать высокие результаты своих упорных тренировок. Проявите свои лучшие волевые и спортивные качества, а также просто человеческие, такие как дружба, взаимовыручка, честная конкуренция, самоотдача ради общей победы. Спортивный лагерь имени Александра Алексеева вовсе не место для отдыха или приятного времяпрепровождения под гитару. То, что это необычный турпоход в развалочку, здесь дают понять сразу. Строгий лимит продуктов, жесткая дисциплина, череда самых настоящих испытаний. И пусть они не сильно отличаются от прошлогодних, и, казалось бы, предупрежден, значит вооружен, на самом деле пойди-ка ты попробуй выполнить все нормативы. А ведь твой результат – это баллы всей команде. Дал слабину, штраф, бегут все вместе. Изначально кажется, что это вообще какой-то, лагерь для развлечения. Потом, когда начинаешь готовиться, действительно понимаешь, что это все очень серьезно. И от тебя много зависит. И вообще, я думаю, что самым главным считается сплочение команды в этих испытаниях, потому что вы все становитесь горой друг за друга. В жизни всегда есть место подвигу. Для ребят из патриотического лагеря имени Александра Алексеева это уже аксиома. Соревновательный туристический слет, казалось бы, всего лишь этап подготовки к взрослой жизни. Но выходят отсюда парни и девушки совершенно другими. И ментально, и физически. Некоторые у нас поступили на факультеты, связанные с военным делом. Девочки даже, в Санкт-Петербурге академия вооружения. Они там зачеты даже не сдавали, им автоматом ставили, потому что они все умеют и знают. За границей в различных конкурсах. Вот девочка в прошлом году у меня участвовала в Чехословакии, в Чехии в конкурсе по сборке автомата. Она там просто звездой была, потому что никто этого не умеет. Дальше что еще? И они говорят, что мы вспоминаем только вот эти моменты. Успеть за 30 секунд. Впервые одним из главных турнирных конкурсов стал челлендж по сборке автомата Калашникова. Его еще и усложнили зарядкой магазина. Волновались даже натренированные ребята. Выстрел! Выстрел! Да нет! Убила! Одевай, не слушай никого! Потом были еще и туристическая полоса, спуск и подъем по импровизированному обрыву, ориентирование на местности. Те, кто подумал, что первый день был самым сложным, ждало разочарования. На второй задания были ничуть не легче. Военизированная полоса препятствий с метанием гранат и стрельбой окончательно расставила все по своим местам. Фавориты, команда Ухтинской 22-й школы, грамотно разложили силы по дистанции и выиграли этот туристический чемпионат за явным преимуществом. Индивидуальный приз от Елены Алексеевой – велосипед у капитана ухтинцев. После такой виктории переходящий кубок потерял свой статус. Переходящий кубок, если он, трижды остается в команде победительницы, то он уже становится непереходящим, переходит на вечное хранение. В этом году команда 22-й школы в третий раз выиграла этот кубок. И он уже стал непереходящим, и он у них остается на хранение. Второе место у традиционно добротной команды из Микуни. Третье взяли дебютанты, сыктывкарская команда «Норд», что только увеличило цену победы ухтинцев. Одно дело быть лучшими среди местных школ и лицеев, совсем другое – выиграть, по сути, республиканский слет. Максим Васильев, Мария Катцова, Павел Лагутин, телеканал «Юрган», Ухтинский район.